Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Лейна, 19 яшь. Пока что укымыйм. Полностью менә бу проектка үземнең эшемә бирелер өчен укуны әз генә чит кирәк алып торырга пришлось. Вот. Без тегесендә шалтыраткан вакытта син вроде Казан музыка техникумы, училище, как называется? Театральное, да. Син анда числишься могла? Я не хочу отвечать на этот вопрос пока что. Охурга йөрмисеңме на данный момент? Нет, репетируем, готовимся вот. Бу синең беренче сольный альбом бит инде получается. Ае. Синең авторский җыр дип берсен әйткәннәр. Нигә? Нигә дип атала? Ае. То есть аның сүзләре синеке? Ае. И мелодиясы тоже минеке. Ае. А башка җырларга сүзләрен кем яза? Безнең менә бар аранжировщиклар, авторлар, алар безгә үзләре язалар. Ну, безнең определенный команда кешеләр бар, которые занимаются вот этим самым. Вот, но в процессе, когда мы, например, записываем песню, я тоже принимаю участие, там говорю, давайте вот здесь добавим вот еще одну фразу там, вот, какие-то места там изменить, что-то добавить. Тагын бер җырда бер егетнең тавышы бар, то есть ул кемсер булмаса әгәрдә. Это секрет. Да, пусть все думают, кто это. Вот. Тогда такой вопрос. Ул безнең татар эстрадасында билгеле кешеме? Аны телевизорларда, я не знаю, интернетта күреп, сәхнәчесе ул. Или ул әлегә ул кадәр популяр түгелме? Не могу ответить на этот вопрос. Ответа не будет. А когда люди узнают завтра, получается? Нет, вот когда мы с командой решим, то, что людям можно знать эту информацию, мы всем напишем то, что мужской голос в этой песне вот этого. То есть ул иртәгә сәхнәгә чыкмаячак, получается? Ул җырмы? Ул егет минем белән бу җырда сәхнәгә чыкмаячак. Это будет такой секрет, чтобы слушали люди песни, и они такие, хоп, а что за мужской голос? Вот, а его мы не показываем. Сез хәтерлисез микән тегесендә еще мин сезгә шалтыратканда, помните, синде Вилли белән не бит, по-моему, на данный момент сез нинди мөнәсәбәтләрдә сөйләшәсезме? Общаемся, как и с другими артистами, мы коллеги, у нас общие интересы, вот. То есть мы общаемся, как и с другими артистами. Шул Вилли дип бит инде. Да. Сез возможно йөри башларбыз дигән идегез. Ничего такого не намечается? Пока что не намечается. А хотелось бы? Не знаю, я пока полностью вот в этом процессе, мне сейчас не до того, что, не до отношений. То есть в отношениях нужно много, то есть отношения это же тоже работа. Вот, а моя работа это сейчас мое творчество, и для парней пока что у меня нет времени. У меня сезнең бәлки приоритет микән, у меня сезнең личное мнение, татар эстрадасындагы уже билгеле берәр егет белән, тоже звезда белән дигәндә йөрер, без милли сезгә обычный, простой, надежный парень, не из шоу-бизнеса кирәк, гаилә кору өчен. Неважно, он будет из шоу-бизнеса или вот обычный, главное, чтобы он понимал, что, например, вот я выступаю, например, ночью, и чтобы он верил мне, доверял. Вот, самое главное качество. Шешләрегез үзегез знакомы? Да, мои волосы. Төсе? Нет, мы чуть-чуть их делаем презентабельнее. Свой цвет волос, по-моему, светлее, да? Чуть-чуть светлее. Хотелось спросить Асаева турында еще. Кайда таныштыгыз, ничек таныштыгыз, аралашасызмы, Гөлназ белән кайда очрашкан идегез? Вот мы писали, получается, песни некоторые в Башкирии, в 3 городах писались. В Башкирии, в Казани и в Москве. В Башкирии писали вот у аранжировщика, и этот аранжировщик знаком с Гульназ Асаевой, и так получилось, что мы пересеклись, познакомились с ней, она рассказала мне про свое творчество, я ей про свое, подружились, познакомились, пофоткались. Аранжировщик на семена Нет. Нет? Нет. Секреты? Да. Элвин Грей турында. Самый главный вопрос. Уфадан соң отношениялар в общем ничек үзгәрде? И желательно подробно.
Кім білет оныштығыз, кім білет, наоборот, разошлись? Мы с ними сейчас поддерживаем связь. Вот. Я не могу ответить, будут ли у нас совместные проекты дальше или нет. Пока что у меня свой проект, у него свой. Если в дальнейшем где-то звезды там сойдутся, то может быть. Не знаю. Я живу сегодняшним днем, что будет дальше, не могу сказать. Мне шел Уфада жырлағаннан соң, что я вас Элвин Грей в своем лейбле показала. Это для начала очень-очень-очень даже хороший был год. Башқа предложения поступали, онда башқа жыршылар билет тандем составить, может быть, или кто-то вас в свои проекты приглашал? Из команды Элвин Грей? Нет, не обязательно. Ну, в директ много кто писал, вот. То есть, узем не углубляясь, кто у меня, например, написал, я говорю своему продюсеру, вот, есть такие предложения, если они, то есть, если это будет интересно зрителю, он уже сам решит, моя команда решит, нужно ли записывать там дуэты, вот. В дальнейшем, может, будут дуэты. Ага. Өзіңіздің кім білен хотели бы записать, например, жырларға? Татар эстрадасынан қойсы Юлдыз білен сахнеге шығып жырлар етіңіз, например, өзіңіздің авторский жырыңыз ма или оның авторский жыры? Ну, не знаю, с таким же молодым девушкой или парнем, не знаю, но чтобы он был на моей волне, то есть, чтобы мы вместе с ним смотрелись на сцене интересно. Вот, опять же, чтобы было зрителю. Любое предложение, минимум еще на это. Вау, круто, спасибо, что предложили. Давай чуть глубже будем делать. По-любому есть такой человек, с которым ты хочешь выйти на сцену, не обязательно, или даже хотя бы познакомиться, или даже хотя бы начать разговор. Нам важно имя. Есть такой человек? Или сен как-то Татар эстрадасына так относишься, и любой человек, как бы, они между собой все равносильны, и никого с ним не можем выделить, или все-таки? Вот, да, не могу каждого выделить, потому что у каждого есть свои зрители, у каждого, есть свой фандом, да, вот, и каждый для меня уже достиг чего-то, то есть он молодец, и несмотря он будет известный или неизвестный, если у него есть желание, и он на самом деле хороший материал, если он скажет, я хочу с тобой дуэт, несмотря на то, что он, если даже неизвестный, я буду с ним петь. Вот ты говоришь, чтобы исполнитель был такой же молодой, с тобой на одной волне, Салават Атхадинов мэтр, легенда татарской эстрады, если он тебе вдруг предложит дуэт, ты откажешься, получается? Нет, это получается, смотря какая песня, опять же, я даже не могу пока что представить, что Салават, например, мне предлагает дуэт, то есть я об этом даже не думала. Все-таки смотря какая песня или все-таки смотря кто? Смотря какая песня, какой материал, и вот, будет ли это интересно зрителю. И давай супер-супер честный ответ. Элвин Грей поддерживаешь на сегодняшний день отношения? Да, поддерживаю. Это только когда вы видитесь или мессенджерлер, там, социальных сеттерлерде оралашканыңыз бармы? Все организационные моменты общаются только продюсеры, а я, пусть будет секретом. Опять же, я не отвечу на этот вопрос. Администратор, продюсер, у вас Динар. Да. Сүйлөптүк ничексиз тооныштыгыз, ничексиз бирге иштей башладыгыз, и Динар улмаганча кадер продюсерлык иши менен иштейлими? То есть это для него тоже новый проект, или он как бы в этом деле уже мастер? Нет, у него уже есть опыт. Вот если поподробнее хотите узнать, можете спросить у него, а как мы с ним сошлись. У нас есть общие знакомые, вот, и Ул ничектор узнала, что Динар ищет девушку или парня, певицу или певца. И он мне айтты, вот тебе номер, если ты же хочешь, петь, на сцену выходить. Я позвонила ему, он сказал мне, скинь мне ссылку ВКонтакте, и потом пригласил на встречу. Вот, и на встречу уже мы обсуждали, он мне говорил, что умеешь делать, я говорила, петь, танцевать, что хотите, могу на шпагат сесть, вот, все сделаю. Теги вакытта теги материалны язганда мен сураган эми ничексиз Элвин Грейна вообще тусовкасына келип электиңиз, айтканыңыз үчүн бир закрытый мероприятие, тусовкада познакомились, да, вас познакомили. Да. Если еще такая, здравствуйте, я Алена. Да. Но этот момент я поняла, еще интересно тот факт, вот как вы попали на эту тусовку закрытую, кто вас пригласил? Динар, опять же, он все организовал. Да, Динар. И я организационными моментами вообще не занимаюсь. Получается, у него были связи на уровне тусовки Элвина Грея? Получается, да.
Сизбет хухмара кызы, эми? Әйе. Как часто койтасыз туган якка или вообще постоянно Казандагынамы? Очень редко вот сейчас именно езжу в Кукмар, потому что, ну, в Казани нету даже свободного времени. Вот. Поэтому редко очень. Әтиәнең шундай. Әйе, созваниваемся, скайп. Все решает. Ойлады бир балам или опайлары? У меня есть брат. Брат. Да, Сколько который ему лет? 27, он 25. старше. Да, намного старше. Он будет завтра тоже на презентации. То есть там контролирует, никто не обижает Медив Шулай, ну, переживает за меня. Ойласы бар мыйды анын уже? Нет, Нет пока, да? нет. А Казанда снимаешь или у тебя свое жилье? У меня свое жилье. Своя квартира? Да, своя квартира. Бир өзүң гана турасыңбы? Да, берем на тром, если там, опять же, нужно что-то отрепетировать, мы репетируем, вот продюсер приезжает ко мне домой, там движение я ему покажу, песни, там обложки вместе посмотрим, вот так вот. Тар эстрадасы турында біраз сөйлешіп алдық әлі, маған интересно твое мнение. Сен бит қазір, ну, мне бұршылап келе тұрған загорающаяся звезда, если можно так выразиться. Вот сенға журналистлар обращаются, пишут о тебе везде. Вот кто тебе нравится, вот ход? Он ничек пиарится, ничек он растет, сахнеда, как он себя держит, как себя раскручивает. Из артистов? Да. Как ты думаешь, ну, кто себя правильно ведет на сцене, правильный ход, и как лучше раскрутиться? Артистов вообще судить не хочу и не буду. Вот. Если он делает так на сцене, значит, у него есть какая-то задача, значит, он так чувствует. Если он так чувствует, значит, это уже хорошо. Не могу говорить, хорошо это или плохо. Вот. Бірер қошан, Алла бірса деп етегіне біз сенға шуны тілеп қолабыз. Вот известный жеші болып кеткеш уже татар сахнасында, татар эстрадасында. На уровне выше, там, я не знаю, московскую сцену показать собираешься? Да, конечно, конечно. Дальше больше. Көңіліңе неде жырлар ятышылырақ, рус тіліндеме, татар тіліндеме? Мне нравится татар тілінде жырларға, но мотив чуть-чуть американский, что ли. Вот даже неге, оно такое какое-то другое, ну, не татарский, а какой-то американский стиль. Вот я слушаю американских певцов, беру какие-то, типа, вау, ты круто спел, беру у них какие-то фишки, применяю их, обращаю внимание. Мына сен татар тілінде, ну, еркен жырлайсың бит, никаких трудностей аралашқанда сеңа на русском, по-моему, легче. Да. Сен татар тіліндегі жырларны, получается, или отлысалма, или как? Нет. Ты их заучиваешь, или тебе легко они даются? Мне легко дается, просто вот, когда общаться, я могу на татарском с вами болтать, но улбик экрен блашак. Вот, чтобы сохранять время и у вас, и у себя, я разговариваю на русском и вот так. Училась в русской школе, да, может, поэтому. Да, в русской школе, но... на русском или получается с самого детства? Вот такой смешанный. Вот. А с детства я разговариваю на татарском языке. Они, Атим тоже. Сен татар кызы бит? Татар кызы. Сен чистокровная татар. Да. Аннары сен авторская песня, меня заметила. Күзден шығалмы юрекмі шында? Да, урамда күз. Типа неразделенной любви. Вот меня шел труда селеп. Ты сен на данный момент неразделенная любовь или как? Нет, просто в этот момент мне было очень грустно. У меня в такие моменты. Потом я беру укулеле, я играю на укулеле. Я поставила видео, рассказываю, как сочиняла эту песню. Играю, какие-то слова просто меня боштан инди сүзләр бар, шуны жырлыйм. Остановилась после припева, думаю, вау, это вроде прикольно. Забираю телефон, смотрю, те же самые аккорды делаю, слова чуть-чуть меняю, там под рифму. Вот, и получилась эта песня. И сразу скинула своей команде, оцените. А сколько человек в твоей команде? Это Динар, продюсер? Да, ну там много людей, там имиджмейкеры, то есть, ну, штук 10, наверное. Вот. Какой ты еще инструмент назвала? Укулеле. Это такой инструмент прям, или это вид гитары? Да, это маленькая гитара, гавайская. Вот. И я научилась на ней играть всего лишь летом. Вот. И когда в меня желание появилось писать, начала учить аккорды основные. Вот. И вот я никогда бы не подумала, что напишу песню на укулеле. То есть песни я могу вот так писать, типа там под бит. Вот, а так под укулеле никогда не думала. А откуда инструмент? Инструмент? Он в Казанда продается? Да, в любом инструментальном магазине. Да. Хотела спросить про одежду. Вот я заметила, Лейна, это твой личный бренд собственного производства, получается? Нет, это просто, чтобы люди знали, что Лейна, и обратили на букву «э».
Они, ну, многие пишут Лейна. Да. Вот, поэтому вот так, чтобы со мной общались, они так посмотрели и увидели буквы Планируешь в будущем Лейнадан делать бренд? Может быть, линию одежды или какую-нибудь продюсерскую школу, там, я не знаю, школу Лейны? Ну, смотрите, если я достигну каких-то определенных высот, почему бы и нет? Вот. А на сегодняшний день с финансами, как все-таки записать песню, это не дешевое дело? Все вопросы к команде. Вот. У вас какие-то брендчик иганешилер помогают, это спонсоры, или у вас как-то за счет выступлений само окупается, как? Вот, Динар, все вопросы к нему. Ладно, еще хотела спросить, с самого детства поешь? Да, с самого детства. В 4 года мама привезла меня в музыкальную школу, но меня сказали, ей 4 года, зачем? Потом привезли в 5, и вот так поступила в музыкальную школу. И помню, какой кастинг был, мне 5 лет, там учительница играла какой-то мелодию, и она говорила, давай под ритм шагай. То есть они проверяли, есть ли у меня чувство ритма вообще. И я вот так шагала. В тот раз сіз айтқаныңыз, что вы еще после того, как выступали в Уфе, колледжға бармадыңыз, ну то есть туда, где вы учитесь. Да. И типа не знаете, как реагировать етешеклер сіздің достар, сізге нәрсе деп етешеклер, бірәнеден ошар несетмеешеклер ме? Ничек все-таки сізге отнеслись, и неге мөнәсәбәтләрдә сіз у кешеләр белән? Мои друзья, конечно же, сказали, вау, молодец, как. Вот те же вопросы, которые вы мне задавали, как ты туда попала, блин, это прикольно. Вот, но негатив в лицо мне никто не скажет. То есть я не слышала негатива, который говорят в лицо. Вот, шулай. Ничек сіз андалек деген сұрауға вы так же отвечаете, как и мне? Да. А сегодня это были ваши подружки, да, как раз? Где? Вон там вот? Да, это мои учителя, которые обучили меня, вот. Мастер по актерскому мастерству, по вокалу, которые дали мне много базы. Где преподают? В театральном училище. Да. Работает в театре Тинчурина. Я очень благодарна своим мастерам. Возможно, вот, если бы не было их, я бы не была здесь. Вот. Раскрыли меня полностью. И еще хотела про татарскую эстраду. Ну, не знаю. Хочется все-таки узнать вообще углубленное, более развернутое мнение. Например, возьмем начинающего такого же, естественно, например, не такого же, имеется в виду, не сравнивается, а просто тоже начинающего, это Хаким. Слышали его творчество? Нет. Слышали песню? Нет. Слышали вообще, кто это такой, знаете? Нет, первый раз слышу. Первый раз слышу? Да, но обязательно посмотрю в Инстаграме. Вот. А вы знаете про фестивали, например, Антап, Татаржира или Булгарадио? Да. Это MTV канал. Да. Мне для вас это в приоритете быть лауреатом каких-то фестивалей, вот таких вот, или просто выступать? Нет, в любом случае, если там что-то занять, это признание людей, то, что я, значит, это делаю не зря, и кто-то видит мой труд и вознаграждает меня чем-то. Вот. Да, состояние исем фамилии yazмағыз деген. Негізі это какой-то принцип, чтобы настоящее имя и фамилию не знали, или просто как, чтобы семью, может, не раскрывать? Нет, просто Лейна. Есть какие-нибудь причины? Нет. Ну, причины есть, но я не буду о них говорить, называть меня Лейна. Просто на данном этапе вы не хотите афишировать настоящее имя и фамилию, да? Да, меня зовут Лейна. Все. Қоян келген псевдонимы, по-моему, Лейн деген тоже бір түркім бар ғой, я не знаю, но... Моя мама Лейла. Лейла. Я Лейна. Вот. Лейла у нее через Е имя? Через Э? Вообще Лейля, ну просто называть себя Лейла. Вот. Сен әнеңе ұқсатып? Да, посвятила ей свое имя. А сен по внешности әде қызым, әне қызым? Думаю, я пошла в маму. А Этьянин как относится? Все-таки, вот мы же все прекрасно понимаем, что в шоу-бизнесе раскрутиться надо все-таки пиариться, там постоянно эти все дела, просто усилом, гоняя жерлым надо барып, заработать имя в шоу-бизнесе невозможно. И Сеня Этьянин это все, наверное, понимают, что много стресса, много депрессии, много нервов, как отнеслись, поддерживают? Они сказали, я им сказала, вот, у меня есть команда, у меня есть вот такая работа, я хочу. Они сказали, если, Син, хочешь, то если ты уверена в этих людях, то да, мы тебя поддержим.
А как сен думаешь, бұл күнде сахнаға нешік шығалар? Это талант, это деньги или это связи? Как сен думаешь? Думаю, в первую очередь, в татарской эстраде или русской? Давай в татарской. В татарской талант. Нет, я думаю, в татарской это все-таки талантом. Вот. А в русской, ну там совсем, наверное, другая система, там уже другие люди, там пиар жесткий везде, в группах. Вот, поэтому. Ну, наверное, это еще из-за того, что Жершиларда Кубрек. Да, конкуренция, каждый хочет выдвинуть своего артиста. Вот. А какая мечта number one, как артиста? Чтобы... Ты лисен, чтобы сенің исем тарихқа кіріп қалсам? Или это не важно, просто жить сейчас? Или сен өзіңнен соң творчество и жаттығына қалдырасың келеді? Я хочу, ну как и другой, наверное, артист, оставить после себя след. Но самое главное, чтобы у меня был слушатель, который примет вот эти мои костюмы, мое пение, какая я есть, чтобы я им нравилась такой. Сен өзіңні шиста татар қызы, только татар стиліндағына, халық жерларығына бұшқара тұрған етеп шешек не ассоциируешь? Нет, ну потому что я молодая, я хочу делать то, что будет интересно молодежи. Вот. Но в любом случае я не буду работать только на молодежь, я хочу и для взрослого поколения работать, потому что петь в другом стиле я тоже могу. Вот. То есть ты татар қызы былай түрге ярамы, монокопла деген ограничениялар сенің үшін? Нет. Я молодая, я хочу все вот попробовать, пока я молодая. А в дальнейшем уже не знаю, что будет. И сен можешь абсолютно любой костюм, да, абсолютно любой вид, да, выйти на сцену, да? Ну, если там прикрыта грудь и здесь, да. Да. А кто твой сценический образ на определять раньше барма или сама создаешь? Есть имиджмейкер, говорит она мне, например, какой стиль хочешь. Я ей примерно там скидываю карточки, фотографии, она что нет, сразу типа это нет, ты ошибаешься, что да, и под это выбирают мне одежду, и мне нравится. То есть да, ну насчет одежды, ну это 100%, потому что я хочу чувствовать себя комфортно на сцене в той одежде, в котором я выхожу. Ну и напоследок все-таки люди читают Лейна, кто она, 2 словами, 3 словами? Такое типа заявление людям. Так сейчас. Что бы ты сказала, я не знаю. Все-таки начинающая звезда, да. Я бы вот так. А ты слышал о Лейне? Вот. Вот такой вот. 2 словами. Лейна. Помнишь, мы заголовок поставили на прошлый материал? Кем сен Лейна? Кем сен Лейна? Может, мы ответим вот сейчас? Мне очень понравился этот вопрос, но даже внутри себя я не отвечала на этот вопрос, потому что кем сен Лейна — это такая загадка для всех. Вот, и поэтому ответа на нее не будет. Вообще никогда? Ну нет, будет, но не сейчас. Пусть все думают, а кто такая Лейна? Кто за ней? Откуда? Как? Ну да, у нас есть контакты, если что, спишем. Да, все хорошо. Спасибо вам огромное, что уделили на меня время. Спасибо. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.